1967 году при рытье котлована для жилищного строительства в Симферополе рабочими была обнаружена уникальная находка – клад ордынского времени. Клад включал 328 предметов, вес драгоценных металлов в нем составлял 2584 грамма. Большая часть предметов в кладе золотоордынского производства. Около половины из числа ордынских предметов изготовлены в самом Крыму. Это навершие головных уборов, дувалыки, серьги, бусы, браслеты, ложки. В кладе присутствуют изделия стран Востока, с которыми торговала Орда, среднеазиатские и персидские браслеты, индийские золотые монеты, украшения египетского и сельджукского типа, китайские серебряные сосуды. А предметы европейского производства представлены двумя металлическими наборами для мужского пояса, золотым в венецианском стиле и серебряным в генуэзском. Наиболее ценной и редкостной находкой стала серебряная пайдза, знак власти и привилегий, своего рода удостоверение, которое ханы выдавали высшим сановникам и доверенным лицам. Обладатель пайдзы имел право потребовать именем хана выполнения любого своего распоряжения. Эту традицию чингизиды позаимствовали из Китая. В Китае пайдзы разных видов были распространены весьма широко, но пайдзы, изготовленные в Золотой Орде, величайшая редкость. На территории бывшего СССР найдено всего лишь 6 таких предметов. Надпись на пайдзе выполнена уйгурской письменностью на монгольском языке. «Силою вечного неба, приказом хана Кильдибека, кто не повинуется, тот умрет». Возможно, эта пайдза принадлежала ордынскому наместнику Крыма. В монгольском тексте на пайдзе не указано, кому она предназначалась, но современные исследователи выдвинули предположение, что она могла быть выдана ханом Кильдибеком эмиру Кутлух-Тимуру. Состояние предметов – пайдза была погнута, украшения частично повреждены, указывало, что клад был спрятан поспешно, вероятно, во время нашествия, от которых Крым страдал в годы ордынских междоусобиц конца XIV века. По мнению археологов, этот клад мог являться родовой сокровищницей наследников Кутлух-Тимура, которые спасались в степях от захватившего власть Мамая.